Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных новостях. В преддверии Международного дня защиты прав человека представители Офиса уполномоченного по правам человека в Абхазии провели лекцию для студентов АГУ. До 1 февраля 2022 года главы администрации городов и районов должны заложить новые по хозяйственной книге всех территориальных единиц республики. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла церемония награждения премии Министерства культуры «Лучшая работа года», с чем связаны постоянные перебои с водоснабжением столицы. В развитии инициативы президента Абхазии Аслана Бжаня с российской стороной подписаны соглашения и дорожная карта по взаимодействию участников при разработке и согласовании генеральной схемы газификации Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Соглашение предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 годах. Спикер парламента Валерий Кварче награжден почетной грамотой ЮРПА. Валерий Кварче удостоен награды за активную и плодотворную деятельность в Южно-Российской парламентской ассоциации и внесенный существенный вклад в укрепление связи между законодательствами органами государственной власти. Какие задачи стоят перед омбудсменом и в чем сложность их реализации? Представители Офиса уполномоченного по правам человека в Абхазии рассказали студентам АГУ о понятии и значении прав человека. Лекция приурочена к Международному дню защиты прав человека. Репортаж Сима Аргон. Мероприятие прошло в рамках дискуссии. Рассказ докладчика провел слушателей от пути формирования Декларации по защите и свободы прав человека до сегодняшних реалий. В декларации отражены основные принципы прав и свободы граждан. Право на жизнь и запрет рабства. Права в гражданском и политическом обществе. На духовные, общественные и политические свободы, такие как свобода вероисповедания и свобода ассоциации. И социальные, экономические и культурные права. Для студентов юридического факультета такая информация не будет лишней. Ведь будущим юристам предстоит не раз руководствоваться в своей работе данной декларацией. В будущем именно юристы, вы именно будете, где были, вы не работали в какой-либо сфере, именно вы будете стоять на страже защиты прав человека. В Абхазии декларацию по правам человека приняли в 1992 году. В 1994-м документ вошел в Конституцию. Статья 11 основного закона страны гарантирует всем гражданам Абхазии соблюдение их прав. По словам представителей офиса, в нашей стране много механизмов по защите прав граждан. Одним из них является Институт по правам человека, который был создан в 2016 году. Это государственный орган, который участвует в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридической помощи. Особая роль института омбудсмана состоит в том, что он находится между обществом и властью. То есть одновременно это государственный орган, но и в то же самое время это как бы адвокат общества для государства. То есть мы должны защищать аппарат уполномоченного, данный институт должен защищать, используя те механизмы, которые предоставлены самим государством для защиты прав человека, использовать все предоставленные государством меры воздействия. В век информационных технологий люди хорошо информированы о своих правах, но на деле, как использовать эту информацию, знают далеко не все. И тогда Институт по правам человека оказывает содействие в решении проблем. Омбудсмен выступает неким посредником между простыми людьми и государственными структурами. Мнение высказано уполномоченным по правам человека по тем или иным вопросам оказывает значительное правовое и моральное воздействие на правоприменителя. Административный арест ни в коем случае нельзя использовать в рамках уголовного дела. Да? Но у нас получается на практике как? Задерживают административного арестованного, но могут параллельно в рамках уголовного дела возбужденного совершать какие-то там опросы, допросы и так далее. Но это категорически запрещено. Как оказалось, в Абхазии очень востребован данный институт. В основном обращаются граждане, чьи права были нарушены. Докладчики рассказали студентам о работе офиса, о количестве и характере обращений. К нам в офис обращаются с такими нарушениями. Это нарушение прав задержанных, осужденных, заключенных. То есть это нарушения в местах лишения свободы.
такого рода, как недопуск адвокатов к подзащитному с момента фактического задержания. Это процессуальные нарушения прав при задержании. У нас это право на медицинское освидетельствование, на получение медицинской помощи, особенно в отношении осужденных. Так, дальше у нас также к нам в офис обращаются с нарушением жилищных прав, нарушение социальные права, очень часто именно нарушение социальных прав, это и пенсионное обеспечение, и социальные выплаты, пособия. Как отметила Мадина Лазарева, зачастую омбудсмен действует не только по жалобам граждан, но и по собственной инициативе. Это очень важно, что законодатель закрепил норму, когда уполномоченный по своей инициативе может принимать меры к восстановлению нарушенных прав тех или иных граждан. От позиции каждого жителя планеты зависит, будет ли на нашей Земле безопасность и мир, и сможем ли мы достойно реализовать свой потенциал. Ведь каждый из нас имеет на это право. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На очередном раунде международных женевских дискуссий вновь не удалось согласовать текст документа о международных гарантиях неприменения силы. Особое внимание было уделено вопросу возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Представители абхазской делегации выразили готовность и приверженность к данному механизму и выступили с новым пакетом предложений, нацеленных на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов женевских дискуссий. Ключевое внимание абхазских участников было сосредоточено на необходимости возобновления работ по согласованию текста документа о международных гарантиях неприменения силы. Традиционная грузинская делегация продолжает отказываться от обсуждения этого наиболее важного вопроса. Ожидается, что на ближайшем раунде сопредседатели выработают свои предложения по данному документу и представят их всем участникам. Следующий 56-й раунд женевских дискуссий намечен на 29-30 марта 2022 года. МИД Абхазии рекомендует грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права. Об этом говорится в распространенном комментарии в связи с попыткой грузинской стороны оказать давление на посла КНР в Сирии. 6 декабря в посольстве КНР в Дамаске состоялась встреча посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба с послом Китайской Народной Республики в Сирии Фен Биао, на которой была отмечена заинтересованность в налаживании отношений по широкому спектру вопросов. Республика Абхазия – суверенное государство, проводит независимую внешнюю политику согласно основному закону страны. Мнение грузинской стороны относительно международных встреч наших официальных представителей нас не интересует, отмечается в комментарии МИД. Экс-министр иностранных дел Даур Кови назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам. Даур Кови возглавлял Министерство иностранных дел Абхазии с 4 октября 2016 года по 18 ноября 2021 года. До 1 февраля 2022 года главы администрации городов и районов должны заложить новые похозяйственные книги всех территориальных единиц республики. Председатель Госкомитета по статистике Кама Гоги встретилась с руководителями сел Сухумского района и обсудила с ними новый формат учетной документации. Репортаж Гугу Цевардания. Похозяйственная книга – это документ, в котором ведется учетная документация для формирования сведений о людях, проживающих в населенных пунктах страны, их хозяйстве, предприятиях и организациях в местности. Этой работой занимаются главы администрации во всех районах республики. До нынешнего времени формат похозяйственной книги в Абхазии соответствовал советскому образцу. Формат нам надо было поменять. Мы с предыдущих 5 лет просмотрели, изучили, много чего внесли. И еще вот изменение, самое главное, то, что формат книги мы сделали и на абхазском языке тоже. Вы там увидите, в принципе, кириллицей написано, но есть все эти определения на абхазском языке. В советское время все были гражданами СССР, проблемы гражданства не существовало. В нашем государстве эта проблема сейчас существует. У нас есть люди без гражданства, проживающие на территории сел. Есть люди, которые даже вида на жительство не имеют. Есть люди, граждане других государств и так далее. Так как в законодательстве эти вопросы пока у нас еще не совсем четко и аргументированно прописаны, мы дольше ждать не могли, 5 лет завершились, и мы в формате внесли определенные изменения. То есть все граждане, которые проживают на территории вашего села,
или администрации сел, всех, кто занимает жилые помещения, хозяйства, всех записываем. Для этого была создана графа «Гражданин Республики Абхазия», куда вписываются паспортные данные. Однако, если человек не является гражданином страны, то нужно вписать данные паспорта, которые он предъявляет. Как подчеркнула Кама Гогия, важно собрать точную и достоверную информацию. В 2016 году должны были провести сельхозперепись, однако процедура не была проведена. И здесь много вопросов. Не знаем, сколько земли обрабатывается, сколько у нас хозяйств, сколько у нас детей в селах, сколько женщин, мужчин, национальный состав, образование. Но это то, что касается демографического блока вопросов. Но есть еще другой блок вопросов, касающийся конкретно сельской части. Сколько у нас земли? Это налоговые должны быть заинтересованы, какая часть обрабатываемой земли или больше. Вы знаете, есть норматив 0,25 необлагаемый, да? Дальше 0,25 облагаются. И я думаю, эти данные очень интересовать должны налоговые органы, насколько полно собираются налог на землю. В деревнях обычно кроме этого налога больше никаких налогов и не существует. Точные данные также необходимы как инструмент для полноценной работы соответствующих министерств. Скажем, Министерством сельского хозяйства в частности. У нас бывают случаи, когда весенние полевые работы государство проявляет инициативу, скажем, помочь сельчанам в виде раздачи горюче-смазочного материала. И данные не всегда соответствуют реальности, и многим потом не хватает это горюче-смазочный материал, и бывает недовольство со стороны сельчан, нам не додали и так далее. Не додали не потому, что не хотели, а потому, что информации нет четкой и определенной. Если знать точно, сколько, скажем, обрабатываемой земли, тогда будут и более точные данные, и никаких недовольств там не должно быть. Работа по закладке новых похозяйственных книг главы администрации должны завершить до 1 февраля. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Названа лучшая картина года. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла церемония награждения премии Министерства культуры «Лучшая работа года». В экспозиции приняли участие заслуженные мастера и начинающие художники. Какие работы были признаны лучшими, расскажет Эсма Гуладзе. В этом году из-за действующих антиковидных ограничений конкурс «Лучшая работа года» прошел в закрытом формате. На экспозиции присутствовали только организаторы и авторы, занявшие призовые места, а также представители СМИ. По решению художественного совета из 84 работ были отобраны 3. Картина художницы Абшихакба под названием «Ночной разговор» заняла 3-е место. Работа достаточно экспрессивная, выполнена там и мазки яркие, и палитра яркая. Но, несмотря на это, она все-таки, наверное, о тишине. О том, когда заканчивается день, когда город спит, все уснули, и 2-3 человека остаются на кухне наедине, и перед сном какая-то какая-то беседа. 2-е место заняла скульптура из гипса «Виктория». Через образ молодой девушки художник Виталий Джения сумел уловить и передать тонкие грани внутреннего мира женщины. Иногда идешь, смотришь, скульптура, и с ней говоришь или с ним нравится. У меня еще есть несколько мужских портретов, кого я хочу вылепить. Я с ним уже договорился, я буду сейчас освобожусь и начну работать над ними. Это своих современников надо создавать образы. Это история нашего времени. Лучшей работой года был признан красочный натюрморт Виссариона Цвижба. Дары абхазской осени. А цвет, свойственный художнику, яркий и насыщенный, словно вызов серым тонам карантинной реальности. Кроме того, почетными грамотами были отмечены Диана Хиндба за работу «Комната» и Сабина Кварчелия за ее «Весенние цветы». Выставка «Лучшая работа года» проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников с 2002 года. В нынешнем году, несмотря на известные обстоятельства, мы все же приняли решение провести эту премию, провести этот конкурс. Я хочу поблагодарить наших художников, всех участников этого конкурса за их активную работу. К сожалению, у нас церемония сегодняшней премии она проходит в определенном формате с учетом
известных нам обстоятельств. Безусловно, это очень значимое событие, на наш взгляд. И, конечно же, мы со стороны Министерства культуры будем всячески содействовать развитию творчества. Всего на выставке представлено более 50 интересных работ. С натюрмортами и пейзажами соседствуют портреты, графика, скульптура, а также работы в стиле абстракционизма. И у каждого из них своя энергетика и особый стиль. Все желающие смогут увидеть работу художника в видеоформате на страницах социальных сетей Facebook и Instagram. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Гудауте по улице Габечия ведутся работы по укладке асфальта. Задействовано большое количество спецтехники и специалистов. Протяженность асфальтируемого дорожного полотна 1350 метров. Работы проводятся в рамках российской инвестпрограммы. По словам прораба Батала Аргун, при благоприятных погодных условиях работы будут завершены в ближайшие дни. Здесь больница находится, как известно, ковид-центр. Больных привозят, увозят. Нужна нормальная, ровная дорога, чтобы люди поменьше мучились. Единственное, вот сейчас 2-3 дня надо потерпеть, и погода, если будет, в течение 2-3 дней мы закончим здесь работы. Техника задействована. У нас катки, 2 катка, укладчик, самосвалы, гудронатор. Много техники. В последнее время в некоторых районах столицы часто возникает проблема с водоснабжением. Низкое напряжение в сети является причиной остановки насосов. Есть ли выход из ситуации и что делается для того, чтобы решить проблему, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Шазина Ханагуа. Всего 3 насосные станции обеспечивают сегодня Сухум водой. Из-за низкого напряжения в сети насосы не могут работать в полную мощность. При нехватке напряжения техника автоматически выключается. Еще сложнее ситуация на 3 подкачивающих насосных станциях в Санчарском переулке, на улицах Чанба и Папаскер. Для устранения проблемы администрацией города были закуплены трансформаторы. Специалисты уже начали работы по их установке в Санчарском переулке. Однако плохие погодные условия мешают продолжению работ. Вот мы кожух нашли у нас, он весь изранен, это еще со времен, наверное, войны. Мы его покрасили, внутри установили все необходимое оборудование, контакторы, предохранители, все, что там нужно было, все это мы закупили, установили, закупили высоковольтные выключатели. Для того, чтобы 10 тысяч можно было отключить. Вот это все мы собираемся установить вот на этой насосной, чтобы запитать подкачку. Раньше она питалась с общей сети, поэтому и народ сидел, и люди, напряжения не хватало. Но теперь уже эта насосная подкачивающая насосная станция будет питаться только от этого трансформатора. И мы уверены в том, что напряжение поднимется и насос сможет работать. На улице Папаскер трансформатор уже установлен, но пока не подключен к подкачивающей насосной станции. Во время наших съемок из-за низкого напряжения в сети станция не работала, вследствие чего без воды остались жители некоторых улиц. Утром он немножко покачал, пока напряжение было. А сейчас из-за того, что низкое напряжение, сейчас не работает эта насосная станция, но оператор находится здесь на месте, он следит за напряжением. Как только напряжение поднимется, он опять включит насос. Вода поступает сюда с Гумисты, с головных насосных установок номер 2 на Гумисте. Уже отсюда мы перекачиваем населению города. Вот улиц Ласурия, Папаскир, Туннельная, 1-я, 2-я туннель, Чанба, часть Чанбы, начало. Вот обеспечивает вот эта вот подкачка, подкачивающая станция. На сегодняшний день отремонтированы 2 из 3 главных насосных станций. На них работа не прерывается даже при отключении электроэнергии. Вот эти головные сооружения на Гумисте 2-я и 4-я, они не обесточиваются. Они не обесточиваются, там постоянное напряжение, но в часы пик там тоже падает напряжение. И мы звоним на подстанцию Сухум-2, они пытаются нам помочь, поднимают, наверное, я не знаю, каким образом они это делают, наверное, кого-то отключают, кого-то включают, но потом со временем
удается им немножко поднять напряжение, мы опять запускаемся. Но центр города по сравнению с теми районами, где нуждаются вот этой вот подкачки, обеспечивается прилично водой, ну почти бесперебойно. Но если не считать каких-то аварий и так далее. Установка трансформаторов на 3 подкачивающих насосных станциях сможет частично решить проблемы водоснабжения Сухума. Шазина Ханагу, Раму Камке, Абхазское телевидение. К 20 декабря на площади Свободы будет установлена главная новогодняя елка страны, где до 15 января будут проводиться различные праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы. Об этом сообщается на сайте столичной администрации. Распоряжением мэра Сухума Беслана Эшва отдел по организации мероприятий и рекламы до 20 декабря должен обеспечить праздничное новогоднее оформление Сухума. Департаменту экономического развития поручено оказать содействие в организации и представлении услуг общественного питания на площади Свободы с 15 декабря по 15 января. Вместе с тем на площади будут запрещены торговля сувенирами, игрушками, пиротехникой, алкогольной продукцией, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 10 декабря в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 11-16 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.